Мои коллеги, мы сегодня начинаем с вами очень важный республиканский конкурс среди педагогов образовательных организаций «Пожарная безопасность-21». Чем обусловлен выбор такой темы конкурса? Все дело в том, что мы с вами продолжаем реализовывать концепцию развития образовательного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Еще раз вам напоминаю документы. Это приказ Министерства просвещения Российской Федерации. Так, далее идет приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми об утверждении плана мероприятий по реализации концепции предмета ОБЖ и так далее. Вот как раз вот в рамках этого плана у нас и заложены новые республиканские конкурсы. Во-первых, у нас прошел очень важный заочный республиканский конкурс на определение лучшего учителя ОБЖ. Так? И далее у нас вот второй новый конкурс – это конкурс методических разработок по пожарной безопасности. Также у нас планируется еще один конкурс для учителей ОБЖ и преподавателей безопасности жизнедеятельности, классных руководителей. Это конкурс по безопасности дорожного движения. У нас будет, согласно этому плану, олимпиада по основам медицинских знаний среди обучающихся. То есть очень много будет таких мероприятий, которые позволят педагогам раскрыть свои профессиональные особенности, а детям активнее, интереснее учиться по предмету основы безопасности жизнедеятельности. И в соответствии с приказом Республиканского института развития образования у нас будет проводиться конкурс «Пожарная безопасность-21» среди педагогов общеобразовательных организаций Республики Коми. Чем обусловлен такой выбор? Тем, что проблема воспитания культуры пожарной безопасности остается очень актуальной как среди детей, так и взрослых. Ну вот, например, такая статистика, как то, что причиной пожаров 141 пожар случился, это по причине детской шалости. И вот эта вот такая вот лесенка, печальная лесенка статистики, она показывает на то, что пока еще не сформировался какой-то определенный уровень культуры безопасности у наших детей. Следующий пример печальной статистики. Мы возьмем, что продолжается гибель детей на пожарах, и вот за 10 лет погибло 39 детей, причем из этих 39 77% приходится на детей в возрасте от 1 до 7 лет. Самый такой вот опасный возраст. 6 детей погибло в возрасте от 7 до 14 лет, и 3 ребенка погибло в возрасте от 5 до 18 лет. Кроме гибели на пожарах, дети получают различные травмы, ожоги. И вот вторая столбчатая диаграмма показывает нам на такую вот статистику травмирования детей. И опять же обращаю ваше внимание, что когда отсутствует какое-то равновесие, то это указывает на низкую культуру пожарной безопасности. В связи с создавшейся ситуацией, в 2021 году совместно с совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Коми переиздали в соответствии с новыми требованиями методические рекомендации по организации деятельности дружины юных пожарных. И я лично рассылала все эти методические рекомендации во все управления образования, и эти методические рекомендации были отправлены где-то по тем личным адресам, где-то у меня 80 адресов личных преподавателей, организаторов безопасности жизнедеятельности, вот каждый получил такую книжку. Книга прошла рецензирование и рекомендована к использованию во внеурочной и в урочной деятельности методическим советом, научно-методическим советом КРИРО. Второй шаг по подготовке
преподавателей к проведению различных мероприятий в области формирования культуры безопасности, так, пожарной безопасности, это стало проведение 21 сентября вебинара, в котором принимали участие Попова Лилия Владимировна, как соавтор как раз вот методических рекомендаций, Попова Лилия Владимировна, главный специалист, эксперт управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми. И очень увлекательно рассказывал о структуре нового портала «Культура пожарной безопасности» Попов Леонид Маркленович, начальник учебного центра Коми республиканского отделения ВДПО. Пожалуйста, здесь я показываю ссылку еще раз на данный портал, потому что материал, который здесь представлен, он будет интересен для включения в внеурочные мероприятия, в урочную деятельность, без исключения всех учащихся самого разного возраста, начиная от детского сада и заканчивая старшеклассниками. И я еще тогда 21 сентября предупредила о том, что была доведена до вас информация, что вот как раз в ноябре у нас и будет проходить конкурс методических разработок по формированию культуры пожарной безопасности. Итак, у нас начинается конкурс. Конкурс начинается 1 ноября. И со всеми этапами, включая этап по анализу и представлению итогов конкурса, закончится 17 декабря. Примерно так вот 1,5 месяца будет продолжаться этот конкурс. Конечно же, конкурс всегда у нас направлен на выявление, поддержку и поощрение творчески работающих педагогов Республики Коми, которые используют какие-то новые инновационные подходы в формировании культуры пожарной безопасности. Все методические разработки мероприятий, которые будут соответствовать требованиям, критериям и показателям конкурса, они будут размещены на портале. Так, у нас какие задачи мы здесь обратим внимание? Так, это развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетентности педагогов, потому что, подготавливая различные мероприятия, вы еще раз обратите внимание на новые активные технологии, методы, способы коммуникации детей. Кто может стать участниками конкурса? В первую очередь это будут педагоги общеобразовательных организаций начального, среднего и основного уровней образования. Далее это будут педагоги государственных специализированных коррекционных школ, детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и домов-интернатов. Обращаю ваше внимание, что среди участников нет педагогов дошкольных образовательных организаций. Участником конкурса может стать один педагог. Участником конкурса может стать коллектив педагогов из 3 человек. Или же, если в конкурсе будет принимать участие коллектив педагогов более чем из 3 человек, да, то тогда именной сертификат выдаваться не будет, а будет выдаваться документ, в котором будет сказано о том, что принимал коллектив такой-то образовательной организации. То есть, чтобы такого не было, что одну какую-то конкурсную работу выполняют 10 педагогов. Как уже показал опыт неоднократный, что в таком случае качество работы не является хорошим. Итак, обращаю ваше внимание на участников конкурса. Далее. Участники конкурса оформляют ряд документов. В первую очередь это представление от образовательной организации. Так? И второй документ – это заявка самого участника на то, чтобы его включили в состав участников конкурса. Обращаю ваше внимание, что здесь предлагается в форме заявки
форма заявки очень упрощенная, и здесь не нужно очень подробно расписывать свои персональные данные, так, но я настоятельно требую, чтобы при регистрации вы указывали полностью свою фамилию, имя и отчество, так, чтобы вы при регистрации указывали свою личную электронную почту и свой личный номер телефона. В этом вы и подписываетесь. И для чего это делается? Порой, когда вы заходите с чужого адреса, непонятно все-таки, кому принадлежат эти конкурсные материалы. Для уточнения иногда появляется необходимость позвонить, написать какое-то обращение лично этому конкурсанту. И получается, что попадаешь опять в какие-то третьи руки, и передача нужной информации задерживается. Я настоятельно прошу, чтобы вы писали, соблюдали все требования при регистрации. Конкурсные материалы вы будете, значит, при регистрации вы будете давать ссылку, вам будет дана ссылка для того, чтобы вы там разместили свои персональные данные и разместили материалы. Если какие будут возникать вопросы, то обращайтесь на мою личную рабочую почту. Так. Еще раз давайте будем смотреть, потому что это очень важный такой вот вопрос, порядок организации проведения конкурса. Итак, с 1 ноября по 26 ноября вы регистрируетесь и регистрируетесь по ссылке и загружаете конкурсные материалы. Пожалуйста, придерживайтесь тех сроков, которые вам представлены, потому что затем у нас следует длительная очень процедура, это процедура экспертизы конкурсных материалов, и при этом нужно распределить эти материалы между разными экспертами, потому что у нас разные категории учащихся будут и разные эксперты, специалисты в разных областях. И где-то вот с 10 по 17 декабря у нас будет проходить подведение итогов и определение победителей. Вот раньше 17 декабря вы ничего не узнаете. Поэтому попрошу не звонить и не спрашивать. Где вся информация будет находиться, я вам ниже еще скажу. К 17 декабря мы подведем итоги, будут известны победители, призеры. К этому времени, к 17 декабря, документы наградные подготовлены не будут, сразу говорю. 17 декабря, конец календарного года, идет оформление самой разной документации, отчетов. Потом у нас наступят каникулы. Так что где-нибудь к концу января вы получите наградные документы. Перейдем к характеристике конкурсных материалов и их оформлению. Значит, конкурсные материалы должны быть представлены тремя видами. Это методическая разработка, может быть урока, занятия или развлечения, в зависимости от того, для какой категории детей вы будете представлять эти методические материалы. Методическая разработка может быть представлена в форме технологической карты, в форме развернутого конспекта урока. Методическая разработка подкрепляется видеозаписью мероприятия, и видеозапись должна соответствовать методической разработке. И третий вид конкурсных материалов – это самоанализ мероприятия, видеозапись самоанализа мероприятия. Как представляется методическая разработка? Методическая разработка представляется в форме Word. Да? Шрифт должен быть 14, расстояние 1,15, поля стандартные. Оформляется титульный лист, название разработки, фамилия участника.
Какие требования предъявляются к видеозаписи? Она может быть представлена в самом разном формате. Я здесь не буду называть эти форматы, в положении указано, чтобы не портить английский язык. Так. И все материалы размещаются в папку, помещаются в папку, которая подписывается как фамилия, имя, отчество полностью. Полностью. У нас республика такая маленькая, что порой можно увидеть не только одинаковые фамилии, но и одинаковые имена и отчества. Поэтому, пожалуйста, везде пишем полностью все про себя. Рассмотрим критерии, по которым будут анализироваться ваши конкурсные материалы. 5 критериев, по-моему, если мне память не изменяет, это 5 критериев, которые будут характеризовать методическую разработку. И поэтому я попрошу вас, когда вы будете готовить свои материалы, внимательно прочитайте положение и внимательно ознакомьтесь с критериями и показателями. К сожалению, иногда смотришь разработку или смотришь конспект, видеозапись урока, думаешь, ну знакомился ли конкурсант республиканского мероприятия вообще с тем, по каким показателям анализируется его профессиональная деятельность. Ну, самые простые требования – это то, что тема, цель и планируемые результаты должны соответствовать требованиям в ГОС и возрастным особенностям обучающихся. Я попрошу вас, когда вы будете формулировать особенно метапредметные результаты обучения, то не ограничиваться какими-то общими фразами, взятыми из программы, а именно конкретизировать эти общие, такие обобщенную характеристику результатов согласно теме своего урока. Так, структура мероприятия. Так, это понятно, какие сейчас требования предъявляются к структуре. Определены технологии, методы приема обучения и формы организации деятельности. Так. Указано ресурсное обеспечение, для того, которое соответствует той деятельности и тому содержанию, которое вы запланировали. И иногда бывает так, что вот пишут просто презентация. Как называется презентация? Или ограничиваются таким вот общим выражением, например, средства пожаротушения или средства индивидуальной защиты. Какие средства, какие конкретно средства вы будете использовать, сколько этих средств необходимо, или там какие-то карточки дидактические, тоже в каком количестве, как эти карточки называются. Ну, по сути дела, я сейчас вам пересказываю, что содержание той части конспекта, которая предшествует основному уроку. Так, ну и в целом то, что ваш конспект представлен целостно и наглядно. Так. Второй критерий – это характеризует предметное содержание. И здесь, конечно же, нужно показать, что вы выбрали содержание оптимальное, и это содержание соответствует современным подходам по обеспечению пожарной безопасности. Это содержание соответствует возрастным особенностям обучающихся. Содержание демонстрирует метапредметный потенциал. Вот иногда читаешь конспект урока, так, вроде бы написал педагог, что этот конспект ориентирован на учащихся 6-7 классов, но по содержанию кажется, что это наоборот, или для детей начальной школы, или это наоборот для учащихся, которые уже довольно-таки информированы в данной какой-то проблеме. Большое внимание уделяется также и организационной культуре мероприятия, так, и творческим подходам. Так, по-моему, у меня здесь должно быть записано, что... Так, нет, творческий подход. Так, а вот именно, значит, здесь вот в 5-м инновационная составляющая профессиональной деятельности. Так, вот именно здесь обращаю ваше внимание, что в пункте 5.4
именно как вы будете использовать информационные и методические материалы портала «Культура пожарной безопасности». Так, следующая группа показателей – это критерии оценивания видеозаписи конкурсного мероприятия. Это соответствие мероприятия конспекту. Так. Здесь как раз мы проверяем, как грамотно и уместно используются невербальные средства общения, как вообще учитель создает условия для развития речевой культуры обучающихся и демонстрирует уверенность в себе, эмоциональную устойчивость и в целом демонстрирует высокий уровень общей культуры. Так, и последнее – это самоанализ проведенного мероприятия, видеозапись. Здесь мы тоже рассматриваем общий уровень культуры учителя, так, а то некоторые учителя начинают свой самоанализ не «здравствуйте тебе», не «до свидания», не «спасибо за внимание», ну, просто такое голое какое-то выступление. Так, на что здесь хотелось бы обратить внимание? Ну вот обычно учителя говорят, вот это я планировал, и вот этого я достиг, то есть у меня все хорошо. Здесь рекомендуется раскрыть, ну, прокомментировать, каким образом вы достигали тот результат, который хотели увидеть. И, конечно же, обратите, пожалуйста, внимание на то, что нужно было бы еще дополнить, что учитель как-то критически относится вот к тому уроку, который у него прошел. Хотелось бы порой услышать, не то что порой, а довольно-таки часто хочется услышать, а какие же все-таки изменения внес бы учитель в содержание, или бы, может быть, в методику, или учитель заметил, что вот на каком-то этапе урока можно было бы применить другой какой-то прием, метод, средства, может быть, технические средства, ну и так далее. То есть показать перспективу, показать, что вы рефлексируете, да, и готовы совершенствовать свой конспект урока или мероприятия. В итоге вот по мероприятию можно получить 84 балла, это максимально. Это максимально. Итак, 54 балла за конспект урока, самый такой объемный труд ваш. Ну и далее по 15 баллов за видеозапись и 15 баллов за самоанализ урока. Того получается 84. Значит, как будет вестись подсчет баллов? Ну, планируется, что работы будут распределены между двумя педагогами, между двумя членами жюри, и по итогам экспертизы будет выставлено среднее арифметическое количество баллов. Ну, в случае резкого расхождения баллов, один выставляет большое количество баллов, другой выставляет минимальное количество баллов, будет работа представлена третьему члену жюри. Далее будет выстраиваться рейтинг участников, и тот педагог, который получит наибольшее количество баллов, он будет признаваться победителем, а далее за ним вторые и третьи это будут призеры. Ну, если одинаковое количество баллов у двух педагогов, то они будет у нас 2 победителя или 2 призера, 3 призера. Остальные педагоги получат сертификат, который будет указывать на то, что они являлись участниками данного конкурса. Так, на что хотелось обратить внимание, вот не указала ранее, на то, что, например, вот я знаю, что у нас в республике очень много дружин юных пожарных. Вы можете в качестве разработки представить конспект занятия со своими дружинниками. То есть вот такое вот еще возможно мероприятие конкурсное показать. Так, как зарегистрироваться? Как зарегистрироваться? Давайте рассмотрим систему. Итак, вы заходите на официальный сайт Коми Республиканского института развития
образования. Значит, здесь у нас разные подходы имеются. Я сейчас вам их покажу. Значит, вот мы заходим, вот видим такой раздел, как деятельность. Если мы нажмем на этот раздел, то у нас выйдет очень столбец видов деятельности, и мы находим конкурсы. Находим конкурсы, так, конкурсы. Вот какие конкурсы могут быть для обучающихся, для педагогических работников. Вот сюда мы нажмем на этот раздел «Конкурсы для педагогических работников», и у нас появится вот такая вот картинка «Сайт профессиональных конкурсов». Можно нажать сюда. И далее вы уже начнете процедуру регистрации. Можно пойти по другому пути. Опять же, сайт, главная страница, сбоку, справа у нас идет целая такая вот линейка различных разделов, которые позволяют просмотреть самые разные материалы. Вот тоже заходим, находим справа такой раздел, как профессиональные конкурсы. Так, находим, нашли, нажимаем. Куда мы попадаем? Мы попадем вот на такую вот страничку профессиональные конкурсы и смотрим вниз, вот пятый конкурс, так, пожарная безопасность 21. С 1 ноября по 17. Так, сюда нажмем. Что получим? Что получим? Мы получим информацию о конкурсе «Пожарная безопасность 21» с 1 ноября по 17 декабря. Так, значит, далее о конкурсе. Здесь размещается приказ о конкурсе, положение о конкурсе, так, участники, список, кто принимает участие в конкурсе. Это педагоги общеобразовательных организаций начального, основного и среднего уровней образования. Так. Участниками, кто еще у нас может быть? Это педагоги государственных специальных, сейчас навру, специальных коррекционных школ. Так. И кто еще? Это педагоги и воспитатели детских домов и домов-интернатов. Так, вот здесь это будет написано. Жюри, да, кстати говоря, состав жюри, у нас состав жюри очень разнообразный, так, учитывает все категории педагогов, которые будут принимать участие. Это и преподаватели кафедры безопасности жизнедеятельности и физической культуры СГУ, так, это и работающие учителя, которые зарекомендовали себя как профессионалы, принимая участие в конкурсах республиканского уровня. Также у нас в состав жюри входят методисты Центра психолого-педагогического сопровождения специального инклюзивного образования. Так, и оргкомитет. Состав оргкомитета представлен Китайгородской Галиной Владимировной, так, Штыклян Светлана Николаевна и Новикова Ирина Дмитриевна. Вот мы входим в состав оргкомитета. По-моему, все я показала, как нам нужно зарегистрироваться. Если вопросы у вас возникнут по ходу изучения положения, или там будет вам непонятно какие-то критерии оценивания в конкурсе, то, пожалуйста, вы можете писать мне на электронный адрес, очень просто читается, Ирина Дмитриевна Новикова, @kriro.ru, и внутренний телефон 318. Все. Итак, установочный вебинар у нас проведен, но установка на этот конкурс была дана еще 21 сентября, и кто тогда нас слушал и поверил в это сообщение, они, наверное, готовы лучше, чем те, кто слушает это первый раз. Так, какие вопросы у вас, пожалуйста? Так, что в конкурсе участвуют только внеклассных мероприятий, АПТ. А зачем нам? Так, да, значит, спрашивается, хотели принять участие с разработкой олимпиады для детей с УВЗ курса. Разработка олимпиады по пожарной безопасности для детей с УВЗ. Олимпиада – это внеурочное мероприятие, это интеллектуальное соревнование на лучшее знание предмета, поэтому это подходит.
Пожалуйста, принимайте участие. Только по Олимпиаде не забудьте разработать Олимпиаду, как положено. Почитайте методическую литературу, как разрабатывать Олимпиаду, какие задания должны быть. Так? Хотя и детки с ОВЗ принимают участие в самых разных олимпиадах, для них тоже проходят интеллектуальные олимпиады, и задания должны быть тоже разной степени сложности, и приветствуются задания, которые разработаны на основе иллюстрации, которые проверяют, как ребенок будет действовать в той или иной ситуации, так что, пожалуйста, это очень интересный будет опыт. Хорошо, спасибо за вопрос. Так, еще какие вопросы? Итак, уроки, различные внеурочные мероприятия, так, и далее занятия с дружинниками, с членами дружины юных пожарных тоже подойдет. Так. Ну, все тогда. Спасибо за внимание. Жду ваших конкурсных работ. До свидания, будьте здоровы.